Украине. Сундуки, музыкальные инструменты и сладости. В Казани открылся музей Чак-Чака. На территории Старо-Татарской слободы в одном из домиков гостей теперь встречают запахом домашнего стола, а на входе принято снимать обувь. Почему экспонаты не стоят за стеклом и какие тайны народа хранит в себе национальное блюдо, сегодня выясняла наша съемочная группа. В качестве воротника, то есть она одевается вот прям поверх, ну не знаю, платья. Татарку издалека не столько увидишь, сколько услышишь. Украшений, и чем больше, тем лучше. Местные женщины всегда любили. О том, как создавался музей, креативный директор Равшана Сулейманова рассказывает очень вкусно. Каждый экспонат музея для нее сочная деталь. И все здесь оказалось не случайно. Потихоньку люди приносят, потому что очень у многих есть что-то, да, что выкинуть жалко, что память, а вроде как бы хранить негде. Экскурсия в этом музее связана не только с Чак-Чаком, больше с историей. Любовь к коврам и тканям у татар осталась со времен кочевников. Юрты тоже завешивали и украшали. А вот на окна выставляли много цветов. И тоже неспроста. Женщинам нельзя было показывать своих лиц. И они, для того, чтобы можно было выглядывать на улицу, приглядывать там за кем-нибудь, присматривать себе, может, молодые девушки, женихов, кто чего там. Вот. За большим количеством цветов, конечно, их видно не было, зато у них был прекрасный обзор. Рассмотрев своего жениха, готовились к замужеству. Наряжались, расшивали одежду, носили красивые украшения и готовили приданое. Такие подушки многие видели в деревне у бабушек и прабабушек. Одни в музей попали от родственников, другие от соседей, добавляет Равшана. Она причем сначала не хотела отдавать. Она такая говорит, это мое приданное. А я уже около 80 лет. Мама говорит, да Мирафа, говорит, ну вы что, говорит, замуж что ли еще собрались? Вышивали крестиком, тамбуром, гладью, занимались и лоскутным шитьем. А чтобы не скучать, пели. Еще один интересный экспонат и деталь истории. Татары – народ музыкальный. И послушать, и исполнить всегда любили. Поэтому, когда появилась возможность слушать музыку у себя в доме каждый день, зажиточные слои населения ее не упустили. Патефоны, конечно, долго были средством роскоши, как, например, и самовар в свою эпоху. Если не в каждом доме, то хотя бы один на деревню должен быть. Чай здесь любили. Еще Карл Фукс писал, что, придя к татарину в гости, нужно выпить 7 чашек чая, а иначе хозяин обидится. А уж Старо-Татарская слобода славилась гостеприимством. Здесь всегда царил особый дух. После завоевания Иваном Грозным Казани он всех татар коренных, всю национальную вот эту элиту выселил именно за стены Кремля на эту улицу. То есть поэтому она называется Старо-Татарская слобода. Заговорив о татарском гостеприимстве и чаепитиях, мы приближаемся к главному. В музее Чак-Чака само лакомство оставили на десерт. То есть раньше, например, чак-чак готовился на курдючном жиру, там, то есть на бараньем жиру, да, то есть на гусином жиру, на говяжьем жиру. То есть если сейчас это представить, то, как бы, наверное, вкус мало кому уже понравится. То есть если совсем возродить такой вкус. Экспериментировать с животным жиром в музее не стали, но чак-чак выбирали долго. После экскурсии можно попробовать 3 вида. Традиционное лакомство делают на небольшом производстве. Крупное баурсак поставляет мастерица, перенявшая традиции приготовления у своей бабушки. А вот самый элитный сорт чак-чака возродили создатели музея. Элитным он был всегда. Вместо муки и яиц здесь используются пастила и дорогой миндаль. И, конечно же, мед. Кто-то начинал замешивать тесто. Причем замешивали частями. Опять же, чтобы оно не испортилось. Кто-то начинал раскатывать. Кстати, в музее чак-чак не главный экспонат. Это скорее то, что объединяет несколько эпох целого народа. Некий способ рассказать о культуре и традициях сладкой сказкой, приправленной историей. Ульяна Кольцова, Булат Сабиров. Новости на Первом городском.